Менің тема шулай деп яғырынды, Татар Республикасының альтернатив проектлары. Мұндай әйтіп кеткенлер еді, біздің татар халқы ол бірістен дегенде милләт боларақ, еш халық, еш милләт. Татарстанда башқа дәулетлер белән чагыштырсаң, нәкъ Татарстан ол ешме, әллә еш түгелме, менә шундый сорау туа. Татарстан, вот сколько лет Татарстану, кто может сказать? Просто с места. 96. 96 это много для государства? Много. С одной стороны много, потому что если сравнить с другими странами, да, вот в мире, да, более 100 государств возникли позже Татарстана. На самом деле мы вот, в сравнении с другими где-то вот по истории возникновения именно республики мы где-то вот в серединке, так скажем, вот этого рейтинга государств. С другой стороны, если посмотреть на Россию, на европейские государства, мы, конечно, именно как такое название Татарстан, да, мы вот возникли достаточно так позже, да. Когда Татарстан появился, название, как думаете? Татарстан. Вот я вот Ильдару как раз хотел задать вопрос. Было ли такое слово Татарстан в дискуссиях общественных? Нет, да, естественно, не было, да, то есть Татарстан это название тоже достаточно молодое, и если говорить о формировании, да, Татарстана, да, то даже в 17 году, еще даже меньше, чем 100 лет тому назад, это слово не было в ходу, то есть такого даже представить себе народ, татар халқы көз алдына кетірмеген Татарстан деп аталушы республикада яшәячәк деп. 100 ел элек тә, 97 ел элек тә хәтта ойламаган менә шундый Татарстан деп аталушы республикада яшәячәк. Нигә алай? Чөнки күп кенә төрле карашлар булган, нинди форматта татарлар яшәргә тиеш. Нинди монда Илдар әйтеп китте инде, вот какое-то было такое восприятие монархическое, да, и в 17 году народу пришлось спрыгнуть из такого монархического восприятия мира, мусульманского и немножечко такого монархического восприятия мира, впрыгнуть сразу в такое революционное восприятие такое республиканское, что ли, можно назвать. В 17 году, если мы будем говорить сравнить с другими народами, я бы хотел вот как раз ответить, вот здесь вопрос звучал, почему татары, вот про украинцев, да, был вопрос, как он звучал, большевикам, то есть еще как таковых татарских большевиков и не сформировалось, да, к тому времени, но это такие левых взглядов люди, да, элита. Галимджан Ибрахимов к тому времени представлял все-таки левое крыло, да? И в середине 17 года они еще не были столь сильны, как, и их идея, она не могла проникнуть в полностью толщу элиты, да, так сказать. А посередине вы как раз цвет такой зеленый и красный получается, такой как татарстанский флаг, да? Зеленый, красный, но еще белый, да? Это те, кто совмещал в себе в определенной степени и традиции такого либерализма татарского, традиции, идущие от национальной культурной автономии, традиции джидидистского толка, и которые совмещали в себе идеи социалистические, идеи новые, автономистские. Это как раз вот фракция, их называли еще фракцию туфракшылар, да, туфракшылар фракциясы. Сіз енді туфракшылар фракциясы боласыз. Нәқ туфракшылар фракциясы 17 жылының ақырында, 18 жылының башында Идел Урал штаты идеясын бұлдыралар. Вот у нас такой флаг. Да? Вот, кстати, карта, какой должна была быть Идель-Уральская республика, Идель-Уральский штат. Частично, так у нас Оренбург не должен был уходить. Да, но вот мы, какие сегодняшние регионы? Это Татарстан, это Чувашия,
Марий Эл жерлері бүгінгі жерлерінде. Башқұртстан республикасы. Но Стерлитамак тоже. К тому времени, да, у башкир вот здесь была своя уже автономия. Да, такая малая Башкирия. Проект малой Башкирии. И башкиры были не против в определенной степени, что будет в дальнейшем еще татаро-башкирская республика. Да, мы будем существовать отдельно, у нас будет своя республика, небольшая Башкирия, во главе этого движения уже стоял Заки Валиди. Но и главное, чтобы нашу территорию, вот, нашу территорию, где мы создали Малую Башкирию, главное, чтобы нас татары не включали ни в проект Идель-Урал, ни потом в дальнейшем в проект Татаро-Башкирской республики. Вот так. Это, так скажем, можно назвать первый альтернативный проект татарским государством. Альтернативный ТАССР, так скажем. То есть это, далее, вот, когда Идель-Урал был объявлен 1 марта 1918 года вот, на Театральной площади, это сегодняшняя площадь Свободы, в торжественном порядке должна была быть объявлена Идель-Уральская республика. Да, вот. Сейчас. Вот торжественное такое объявление, да, знакомое из учебников, возможно. Этого не произошло, потому что инициаторов создания Идель-Уральской республики за 2 дня буквально арестовали. Я немножко хаотично двигаюсь, а до этого был у нас второй мусульманский военный съезд, на котором как раз и объявлялся Идель-Уральский штат, на котором шли споры уже между левыми и вот туфракшылар, да, так скажем, между левыми и зелено-красными, я так назову вас. И в какой-то мере зелено-красные они поддались фракции красной, потому что Идель-Уральская республика должна была быть объявлена как Советская республика, основана на советах, то есть главным органом власти должны были быть советы. И, кстати, это произошло достаточно неожиданно, еще откатываясь назад, в ноябре 2017 года, когда открылось национальное собрание в Уфе, так скажем, в качестве выступающего вышел Галимджан Шараф и от молодых неожиданно выдвинул проект штата Идель-Урал с четко. Почему неожиданно? Неожиданно в том смысле, что эта идея возникла неожиданно, а в том смысле, что четко очерченные границы, четко сформулировано, какой должен быть штат Идель-Урал, и, так скажем, более взрослого поколения Лобуон Ештердан Анды проектны Кытмаганнарина. Кстати, Галимджан Шараф на тот момент было 20 лет буквально. 20 лет. То есть он в декабре 1896 года родился. У нас одним из, так скажем, основателей Идель-Уральской республики еще является и такой тоже молодой лидер, один из руководителей мусульманского военного съезда, руководитель военного Харби шуро депаталущий орган Илья Салкин. Его можно в какой-то степени назвать президентом несостоявшейся республики, президентом несостоявшейся Идель-Урала. Я хотел сначала сказать несостоявшимся президентом, но это неправильно, наверное, по отношению к нему, потому что несостоявшийся президент, как будто как несостоявшийся человек, несостоявшийся политик. Да? Как политик он состоялся, и он взял на себя ответственность в определенной степени, чтобы здесь в Казани не пролилась кровь, и здесь не началась гражданская война. То есть такая теория, что гражданская война могла начаться здесь, в Казани. Противостояние между основателями республики Идель-Урал и большевиками. На самом деле информации достаточно много можно об этом говорить, как это все происходило. Вот буквально несколько дней, конец февраля и начало марта, это вот такие решающие дни, когда должна была появиться или не появиться республика Идель-Урал.
Решающие дни, и вот, кстати, в эти решающие дни, прежде чем арестовали Илья Салкина и других руководителей Идель-Урала штата, прежде чем их арестовали, убили вот в гостинице «Шарык», да, у нас такое известное место есть, в номерах гостиницы «Шарык» убили на тот момент очень известного человека для Казани и для, может быть, татар, проживающих рядом с Казани, такого человека, как Айнан Ваисов. Айнан неправильно назвал. Сегодня его определяют как такого руководителя секты салафитского толка. Ну, в хитросплетениях сектантства я не разбираюсь, но в определенной степени, да, это были радикалы религиозного порядка, и за ними шли достаточно много людей. Это был целый полк, это более 10 тысяч человек, это численность этой секты. Да. И на глазах у людей, которые считали его Айнан Ваиса великим учителем, его убивают, и в этом обвиняют в определенной степени, большевики в этом обвиняют тех, кто должен был основать Идель-Урал. Да? Арестовывают по этому поводу, и происходит такое явление, как дальше Забулачная республика. То есть Идель-Урал не смогли сделать, отошли в сторону забулачной части города. Забулаком была объявлена эта республика. 2 недели, более 2 недель шло такое противостояние. Те, кто... Противостояние с оружием в руках, так скажем. Противостояние с оружием в руках. Молчаливое противостояние, потому что практически никаких стычек не было, перестрелок не было. Друг против друга стояли большевистские матросы, левая фракция, так скажем, вот Галимджан Ибрахимов, Султан Галиев, прежде всего, да, они стояли против республики Идель-Урал. И это ставится в вину, историческую вину Султану Галиеву, что он участвовал в разгоне штата Идель-Урал. Вот это молчаливое согласие, молчаливое противостояние закончилось тем, что все-таки здесь не произошло кровопролитие, и те, кто должен был основать республику Идель-Урал, они просто сложили оружие. Несмотря на то, что в Казани несколько полков, мусульманских полков, также были готовы по приказу, начать это противостояние. Это противостояние не сложилось, и для меня, лично для меня, неосуществленный проект Идель-Урал, то есть мы в определенной степени принесли в жертву эту идею, татары принесли в жертву эту идею, во имя того, чтобы не произошло кровопролитие. Ну, это вот такое некое эмоциональное ощущение этого проекта и почему это не произошло. Ну, я уже должен заканчивать, да? У нас кто отмеряет время? Почему еще не произошло? Примерно в этих же границах большевики сразу предложили второй проект, альтернативный проект Татаро-Башкирской Советской Республики. В апреле 2018 года было подписано постановление Народного комиссариата по делам национальности о создании Татаро-Башкирской Татаро-Башкирской Республики, Советской Республики, ТБСР, такая аббревиатура, да, получилась. И татары, понимая, что вроде большевики, Москва уже на тот момент столица Москва является, большевики дают возможность создать свое государство под другим названием. Пусть это будет не Идель-Урал, пусть это будет не штат, а пусть он будет вот Татаро-Башкирской Советской Республики. И именно когда возникло постановление, так скажем, постановление Наркомнатса, напряжение спало. Но этот проект тоже не был реализован. Кстати,
очень интересно, что, что подпись под этим ставил не Ленин, да, не руководители советского государства, а подпись ставил, по сути дела, человек со статусом министра. Министр, так скажем, министр, народный комиссар по делам национальности Сталин поставил подпись под созданием Татаро-Башкирской Советской Республики. Ну, еще стояла рядом подпись такого человека, которому поставлен памятник около кольца. Кому это памятник поставлен? Вахитов, да? Для меня, вот я как-то так вчера подумал, для меня памятник Гулмануру Вахита неожиданно стал таким памятником неосуществившейся идеи Татаро-Башкирской Советской Республики. Это, можно так воспринимать даже этот памятник. Кстати, с большим трудом, вот я родился в 85 году, большим трудом, по-моему, в 85 году, да, Рафаэль Сибгатович, смогли поставить этот памятник, да, были споры вокруг этого, отбили у Москвы возможность вот поставить этот памятник, да. Вот, ну, получается, у нас 31 год тому назад поставили этот памятник Гулмануру Вахитову. Для меня это, вот, говорю, какой-то памятник несостоявшейся идеи Татаро-Башкирской Советской Республики. Потому что вплоть до своей кончины, такой трагической кончины, да, расстреляли Гулмануру Вахитову уже белые, даже не белые, а ну, чехословацкий корпус, да, это было август 18 года, вплоть до своей кончины он отставил, естественно, идею создания Татаро-Башкирской Советской Республики. И неизвестно, что с ним произошло бы, если бы он остался жив, не постигла ли его участь того же Султана Галеева, да, которого, вот, а Султан Галеев буквально, у нас есть еще 2 минуты, 3 минуты? Максимум. Да, максимум 3 минуты. Я перепрыгиваю сразу через идею, то есть вот вплоть до конца, кстати, 2019 года этот проект считали, что он реализуется. Только в ноябре 2019 года все-таки вышло постановление СНК о том, что Татаро-Башкирской Советской Республики не быть. Уже к тому моменту как раз начинает формулироваться идея Татарской Республики. Уже в марте 2020 года были уже четко очерчены границы, помимо вот 2 уездов, да, Белебейского и Бирского уезда, и Уфимского нет. Ну, 2 у нас уезда, которые по референдуму должны были бы войти или не войти в состав Советского Татарстана. Так вот, май 1920 года декрет о создании ТАССР возникает, да, 2 подписи под ним, подписи Ленина и официального, так скажем, главы государства, советского государства Калинина. Но на самом деле окончательная точка в создании государства не была поставлена, потому что вот оставался открытым вопрос о 2 уездах, Бирском и Белебейском, которые сегодня находятся, территории которых находятся в составе Башкирской республики сегодняшней. На территориях этих уездов должен был произойти референдум о вхождении или в состав Башкирской республики, или в состав Татарской республики. Кстати, было, опять же, 2 проекта Татарской республики. Большой Татарстан, так скажем, Большая Татарская республика. Вот, кстати, с исключением Уфы, Бирского и Белебейского уезда. 2-й проект — это ТАССР, который реализовался, собственно. И 3-й проект назывался он «Ни Уфы вам, ни Казани». За него больше стояли большевики, но предлагал, кстати, такой проект, татарам предлагал такой проект Заки Валиди. Он говорил, вы не сможете Казань переварить, да, Казан ол рус шәһәре деп санала. Һәм ул татарларның баш каласы беренче була алмый дип шулай дип санаган, әмма татарлар әлбәттә капма-каршы фикерне избатлаганнар. То есть вот проект Большого Татарстана, проект Малого Татарстана и проект ТАССР, да, реализовался у нас. А могло быть так, что не Казань, не только не Уфы не вошло в состав Татарской республики, но и Казани. Ну и, кстати, здесь местные большевики, они стояли категорически против. Местные большевики, так скажем, происхождения другого этнического, они стояли
категорически против создания татарской республики. Они считают, что татары не могут быть, не имеют возможности вообще сформировать республику, они еще не столь развиты, чтобы иметь свое государство. Было и такое мнение. И вот последнее, что хотел сказать я, относительно альтернативных проектов татарской государственности. Татарская республика, она сформировалась как автономная республика. На тот момент всего лишь 8 республик автономных было в составе России. И в 1922 году, когда формируется такое государство, как Союз Советских Социалистических Республик, Султан Галеев говорил о том, что Татарстан тоже должен быть союзной республикой, что нельзя делить народы на народы-пасынки и народы своих родных детей. Да? Так получалось, потому что такая получалась иерархия государства. За что он поплатился? В 1923 году в мае его арестовали. Далее он, естественно, свою государственную карьеру прекратил. Несколько раз арестовался, в 1940 году он был расстрелян. Кстати, говоря о Султан Галееве, о влиянии его на, так скажем, общемировое развитие, в кабинетах двух президентов арабских республик висел портрет Султана Галеева. В кабинете отца Башара Асада, как отца я уже забыл. Да. В кабинете сирийского президента, в кабинете египетского президента висел портрет Султана Галеева, как основателя, скажем, учения об исламском социализме, и как человека, который считал, что двигателем вообще мира должно быть национально-демократическое движение, а не диктатура пролетариата. Ну, вот я просто картинки хотел быстренько пробежаться. Это у нас Саид Галеев. Это получается ответ на британский вопрос, да? Да, я сразу, это вот те люди, которые, тот орган, который противился созданию Татарской республики, это Казанский губисполком, хотя в его составе была мусульманская фракция, да, но значительная часть этого органа противилась созданию Татарской республики вплоть до лета 2020 года. Очень тяжело, со скрипом передавалась власть от губернских органов власти к республиканским. Ну, вот это учредительный съезд республики ТАССР. Проходил он, если я не ошибаюсь, если вы пройдете по улице Горького, Каримтинчур театр Яннан Барганда, анда мемориале Токталинов Тра, что здесь состоялся у нас учредительный съезд Советов ТАССР. По сути дела, 3 даты в создании ТАССР сыграли. Это 27 мая, 25 июня, когда власть перешла от губернских органов власти к революционному штабу, и 14 сентября 2020 года, когда начался вот этот учредительный съезд ТАССР, который учредил республику официально. Ну и это орган у нас ТАЦИК, Татарский Центральный Исполнительный Комитет Советов, официальный орган, главный официальный орган власти. Хотя по факту состав ТАЦИК выделялся, ТАЦИК избирал Совет народных комиссаров, и вот первым председателем Совета народных комиссаров, первым председателем правительства татарстанского был именно Саид Галеев. Официальным руководителем республики был. Так вот. Сейчас. Так, картинку пропустили. Официальным руководителем, кстати, это Султан Галеев, это Муланур Вахитов. Это официальным руководителем был Мансуров. Вот до этого вы видели фотографию. Вот я, кстати, забылся. Да, вот он. Да. Официальный руководитель. Именно официальный. А по факту, председатель Совета народных комиссаров Саид Галеев, фактической власти. Ну и вот еще 2 таких человека, которые хотелось бы о них сказать 2 слова буквально. Это
Кашап Мухтаров, это следующий премьер-министр. В определенной степени Саид Галеев, можно сказать, что это первый блинком, да, для республики оказался. Это я сейчас жестко, наверное, выразился, но все равно в 2021 году Саид Галеева, можно сказать, что не перевели, а сняли, да, с должности за ряд промахов в управлении республикой. Дальше пришел Кашап Мухтаров, тоже молодой достаточно, в этом году ему тоже исполняется 120 лет. Мы тоже должны, я считаю, помнить об этом человеке. На здании, где он работал, до этого он работал был народным комиссаром здравоохранения, на здании, где он работал, висела мемориальная доска. Мемориальная доска, что здесь работал Кашап Мухтаров. Это здание находится рядом с физфаком. Почему-то вот при реконструкции этого здания, буквально 2 года тому назад, эту мемориальную доску сняли, и сегодня связано с именем Кашапа Мухтарова мемориальных досок, не припомню, в городе, по-моему, их нет. Ну и вот рядом с ним это человек, который руководил советами, да, Центральным исполнительным комитетом советов, это Сабиров, Рауф Сабиров. Вот, то есть это официальный глава, так скажем, государства, а это премьер-министр. Их назвали потом правыми большевиками, дальше тоже их осудили, обзывали султангалеевцами, да. В общем, их история печальная. Оба были расстреляны. Кстати, Сабиров вообще после ареста, его отправили, он начал работать в Москве простым рабочим на заводе ЗИЛ. Представляете себе, человек был руководителем республики, а потом работал простым рабочим. И там поднялся, кстати, и хотел поступить. То есть он там на доске почета висел, да, этот человек. Ну вот, когда начались уже процессы над руководителями, бывшими руководителями республики, его тоже привлекли к этому процессу. В 1937 году тоже был расстрелян. Вот такая история. Этих людей, я считаю, тоже должны помнить. Сабиров, Мухтаров и Галимджан Шараф, я присоединяюсь к Ильдару. Вот шундай мағлумат бермекші едім. Рахмет.